Давайте обсудим распределение кадровых полномочий между президентом и Курултаем. Ну, возьмем в динамике анализ, сколько постов согласовывается сейчас и сколько будет потом. Вот выписал специально. Вот сейчас по проекту, да, Курултай дает согласие или избирает премьер-министра, вице-президента, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии, 8 членов Высшей аудиторской палаты, всех судей Верховного суда, это 64 человека, да, и так далее. Отмечу, что президент при этом утратил право на назначение 2 членов ЦИКа, 2 членов Высшей аудиторской палаты, 4 судей Конституционного суда. То есть вот такой вот баланс произошел. При этом он, конечно, назначает руководителей конституционных органов и руководителей органов, которые ему прямо подотчетны. Но такая схема позволяет обеспечить баланс между президентом и Курултаем. При этом я вот отмечу, да, то есть если у нас начинается политический кризис, если у нас кандидатуры, которые предлагаются президентом, не проходят через Курултай, то есть у нас есть механизм распуска, да, то есть, который позволяет этой проблемы избежать. Действительно, вот как Ильнур правильно до меня говорил, да, мы имеем огромное количество мировых примеров, когда политическая ситуация ступорится, да, то есть вот сейчас в США идет неполный шатдаун, допустим, да, на это. И понимаете, ну, нельзя, чтобы текущие разногласия между партиями останавливали вот систему государства в целом. То есть, и поэтому я считаю, что механизм, да, то есть, причем не однократное, а двукратное предложение на пост, понимаете, то есть не сразу же, а после только второго раза. И, соответственно, это уже гораздо более, так скажем, обдуманное решение, да. Поэтому вот нам нужен страхующий такой механизм, чтобы не затягивать процесс формирования политических институтов. Я думаю, он очень нужен, и он должен быть в основном законе.